В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. В Нюрбинском районе огонь от лесных пожаров повредил опоры линии электропередачи. Без электричества остались 7 наслегов. Озвучим, где лесопожарная обстановка самая сложная. В жаркие дни отдыхающих становится больше. В Обнинском Улусе всех прибывающих обязали уходить на самоизоляцию. Жительница Верхневилюйского района 25 лет занимается овощеводством. Покажем богатый урожай опытной огородницы. В Нюрбинском районе восстанавливают электроснабжение. Огонь от лесных пожаров повредил 4 опоры линии электропередачи. В итоге без электричества остались 7 наслегов района. Восстановить электроснабжение по временной схеме планируется к завтрашнему дню. На месте аварии работают 2 ремонтные бригады РЭС «Якутскэнерго». В настоящее время идет подключение соцобъектов из резервных источников питания, исходя из их наличия. Ситуация находится на контроле первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова. Но в данное время 7 населенных пунктов остается без света из-за пожаров номер 30 и 34. Это пожары в Чапмандинском наслеге. Площадь большая и повреждены опоры электропередач. 8 единиц. Работы по восстановлению ведутся работниками РЭС. Вчера 3 опоры временно восстановили, остается 5. Дополнительно сегодня утром направить еще одну бригаду. 12 лесных пожаров ликвидировано в Якутии за сутки, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Продолжает действовать 270 возгораний. В Горном и Мегинах-Кангаласском районах работают специалисты МЧС России. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством в Верхневилюйском Улусе сбросил за сутки на огонь 30 тонн воды. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Алекминского, Эмиконского, Усьмайского, Тампонского и Сунтарского районов. Там зафиксировано 218 очагов. На особом контроле Главного управления находятся 3 приближенных природных пожаров у населенных пунктов Нюрбачан, Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 45 человек. Следует отметить, что за сутки количество пожаров увеличилось на 7 очагов. Площадь пожаров увеличилась более чем на 7 тысяч гектар за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 19 районов. Тушить пожары в лесах также помогают более 500 парашютистов-десантников авиалесоохраны. Кроме того, в Якутии начался процесс созревания облаков. В ближайшие дни ведомство планирует вызывать дожди для тушения огня. Всего борьбу с огнем ведут порядка 2200 человек. Это парашютисты пожарные, работники пожарных станций и лесничеств, арендаторы лесных участков и местное население. На ряд возгораний удалось доставить около 300 единиц наземной техники. Для разведки с воздуха привлечено около 20 самолетов и вертолетов. Напомним, в Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В Сунтарский Улус на борьбу с огнем своевременно прибыла помощь из Федерального резерва авиалесоохраны. С бойцами Харинской локации встретились наши корреспонденты. Ее нужно окопать, ну и, соответственно, отжечь, очаг распространения ликвидировать. Каждое утро и вечер десантников пожарных Федерального резерва начинается с разбора и боевого построения. В местности Муханы, недалеко от села Хоро, группа работала почти неделю. Пройдено несколько сотен километров, натаскано тонны воды. Последние дни группа находится на контроле кромок. Сложность пожара заключается в том, что очень много торфа, и торф он горит очень сложно, везде нужно прокапывать полностью до минерального слоя. Вот. Либо с помощью бульдозера помогает местный нам, либо вручную, получается, с помощью таких незатейливых инструментов, лопата, либо мотыга. Ну, в принципе-то, можно сказать, что идет к локализации пожара
Я думаю, что дня через 2-3, дай бог, еще может дождик пойдет, пожар ликвидируем. Большая часть бойцов – молодые люди, которые выбрали трудную, но нужную профессию лесных огнеборцев. Они многому учатся у опытных десантников, которые действительно прошли через огонь и воду. Работа в лесах страны завершится только в октябре. Ребятам на этот раз крупно повезло. Сотовая связь сложно, но ловит. Это очень хорошо. Бывает, и мы месяцами, в месяц раз позвоним по спутниковой связи, даже один раз. Уже с мая месяца не были дома. Ну как, работа такая. Кто дома вас ждет? Дома ждут жена и 3 детей. Во время передышки инструктор второй группы Сергей Белоглазов нас угостил таежным чаем, который мастерски приготовил сам. Но северные травы, они растут быстро, быстро набирать. Им надо всю радиацию, солнечную энергию. Поэтому они более ароматные, такие вкусные. Пожелаем бойцам успеха в борьбе с лесными пожарами. А пока покой им только снится. Ольга Захарова, Радомир Сергеев, Сунтар. К другим темам и продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова на сегодняшний день эпидобстановка в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По данным Управления Роспотребнадзора по республике зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Есть определенное снижение по столице нашей республики, 55 случаев. Увеличение случаев в Алданском и Миконском районе, соответственно, 5 и 4 соответственно. По 3 случая зарегистрировано в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском улусе, по 2 случая в Булунском, Вилюйском, Горно-Мирнинском, Нюрингринском, по 1 случаю в Мумском районе. Уважаемые жители республики, по данным учреждений здравоохранения, на настоящий момент осложняется ситуация в 2 районах нашей республики. Это в Верхневилюйском и Усть-Алданском районах. Необходимо обратить внимание, что основные очаги в Верхневилюйском и Усть-Алданском районах связаны с приездом к родственникам непосредственно из города Якутска и из других городов Российской Федерации гостей. В связи с этим еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения норм, в том числе собственной безопасности через вакцинацию, при условии того, что к вам, соответственно, гости приезжают. Сегодня необходимо обратить внимание, что вакцинация является единственным способом для того, чтобы непосредственно предотвратить и не допускать очаги, и группы заболеваний. Те ситуации, которые сегодня у нас по данным учреждений здравоохранения возникают в Верхневилюйском и в Усть-Алданском районе, были разобраны на оперативном совещании с главами муниципальных образований. И выявлена тенденция, направленная на необходимость в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и вакцинироваться тем семьям, которых приезжают, соответственно, гости, особенно в летний период. Те же правила необходимо соблюдать и при выезде из, соответственно, республики и последующему возвращению. Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что учреждениями здравоохранения, центральными районными больницами отслеживаются все несовершеннолетние, прибывающие на соответствующие на слега и районы республики. В связи с этим при отслеживании определяется и их последующий контроль. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что количество больных беременных женщин увеличивается на территории республики, в том числе с тяжелыми последствиями. В связи с этим призываем еще раз родственников беременных, близкое окружение, соответственно, пройти вакцинацию для того, чтобы не осложнять течение беременности и, соответственно, мы имели здоровых детей, и вы имели прежде всего здоровых детей в своей семье. В республику поступило около 40 тысяч вакцины Института Вектора. На 20 июня 2021 года вся вакцина, порядка 40 тысяч доз, будет распределена, опять же, по
районам республики. Вакцина носит наименование «Пивак Корона». Соответственно, очень многие у нас по записи наши учреждения здравоохранения записывались именно на эту вакцину. Поэтому, соответственно, приглашаем вас на соответствующее вакцинирование. Сегодня первую вакцину по республике получили 204 551 человек. Использовано, соответственно, без вот этой новой поступившей вакцины уже 92% от общего объема. И, соответственно, вот сегодня мы как раз говорим, что с утра поступила информация о поступлении вакцины «Эпивак». Поэтому все, кто был записан, еще раз повторяю, и, соответственно, те, кто желает получить «Эпивак», могут обращаться в течение недели. Она будет во всех центральных районных больницах по республике Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения обращает ваше внимание на то, что достаточно в жаркую погоду необходимо, соответственно, больше беспокоиться, в том числе и о своем самочувствии. Но самое главное, не запускать тяжелые случаи и не допускать, непосредственно тяжелых случаев относительно лиц старшего поколения. Сегодня тяжелые случаи, которые есть в наших больницах, они достаточно серьезные, сложные, приводят к летальности. И нельзя сказать, что сегодня мы бы могли сказать о том, что у нас не умирают люди от ковида. Количество летальных исходов у нас фиксируется практически каждый день. Давайте заботиться о своем здоровье, потому что можно каким-то образом предотвратить это заболевание только путем вакцинации. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в прямом эфире, а мы продолжаем наш выпуск. Программа диспансеризации начнется в России 1 июля. В регионах она будет проходить с учетом текущей эпидситуации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Руководитель ведомства отметил, что уже составлены списки пациентов по 3 категориям. Первыми на диспансеризацию начнут приглашать те, кто переболел ковид от 2 до 6 месяцев назад. Затем в период стабильной эпидобстановки позовут граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями, которые не могли получить медпомощь в полной мере во время ограничений. В 3-й категории лиц тех, кто уже 2 или более года не обращался за медпомощью. В Амгинском Улусе всех прибывающих обязали уходить на самоизоляцию. Оперативный штаб района в связи со сложной эпидобстановкой на территории вводит обязательный режим самоизоляции сроком на 14 дней. В жаркие дни на посту ГИБДД зарегистрировано более 300-400 автомобилей. В связи с этим оперативный штаб просит гостей иметь при себе сертификат прививок или результат ПЦР-теста об отсутствии заболевания ковид. Данные ограничения не коснутся жителей нашего района, которые имеют постоянную или временную регистрацию, транзитных пассажиров, которые следуют в приграничный Усть-Майский район, граждан, которые имеют прививку от COVID-19, граждан, которые имеют свежий анализ ПЦР об отсутствии заболевания и граждан, которые при наличии каких-то исключительных обстоятельств имеют разрешение оперативного штаба. Напомню о том, что надзорные и правоохранительные органы будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению виновных лиц и привлекать их к административной ответственности. И опережая вопросы населения, хочу сказать, что данное постановление прошло экспертизу правовую у органов прокуратуры. В Усть-Алданском и Верхневилюйском районах возросло число заболевших коронавирусом. Об этом сегодня утром сообщила замруководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина на оперативном совещании. Несмотря на то, что в целом текущая эпидобстановка в регионе, в том числе ход вакцинации, контролируется органами власти и местного самоуправления, цифры по заболевшим остаются достаточно высокими. Так, ковид преимущественно распространяется вследствие передвижения граждан внутри республики. Характерно, что вирус выявляют в районах, в том числе и в дальних селах, после приезда самих жителей или их родственников из Якутска. Поступите по принципу маленьких населенных пунктов Амгинского Улуса, в котором приезжают, когда непосредственно с города люди, сразу приходит смс о том, чтобы они не покидали место усадьбы своих родственников. И вы прекрасно понимаете, какие группы у вас сейчас приезжают с организованных вещей. Это приехавшие с Исеха-Аланху, приехавшие с Якутска с Игордыгына, приехавшие со Скачек Головы. Примите свои внутренние решения. И самая главная история – это беременные. Я обращаю ваше внимание, это вот задача сегодняшнего дня. Глава республики обращает внимание ваше, что если
угроза есть в маленьком населенном пункте, точно так же, как вы в прошлом году, мы просто с вами ставили там, значит, и не запускали никого из Якутска, точно так же можете принимать решение о нахождении в самом населенном пункте, о закрытии населенного пункта только для въезда вакцинированных. 1 июля должен состояться запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Ракету с британскими спутниками OneWeb установили на стартовый стол космодрома «Восточный». В первый стартовый день запланированы стыковка заправочных и пневмокоммуникационных, сборка схем системы измерения, а также систем управления и измерения уровней заправки. После этого проведут автономные проверки разгонного блока фрегата, затем и «Союза-2.1Б». После запуска ракеты-носителя падение отделяющихся частей вновь ожидается на территории Алданского и Кобяйского районов Якутии. В Алданском районе определены 6 точек возможного падения фрагментов, в Кобяйском Улусе 5. Местная администрация проводит разъяснительную работу с населением. А жительница Верхневилюйского района Тамара Чуросова 25 лет занимается овощеводством. Вместе с мужем они начали работать над своим огородом с нуля и сейчас достигли внушительных результатов. О богатом урожае опытной огородницы материал нашего корреспондента. Семья Чуросовых Верхневилюйского Улуса уже как четверть века занимается сельским хозяйством. И результаты их тяжелой работы невозможно не заметить. Помидоры, домашний лук, огурцы, капуста, перец. И это лишь малая часть ее богатого огорода. Все начинали с нуля, все таскали. Землю, перегной, песок, что под руки попадется. И потихоньку высажали. Когда участок перешел в их руки, там ничего не было, кроме дома и сплошного болота. С каждой дальней поездки они привозили с собой ростки, семена и рассады для своего огорода. И так постепенно их скромный двор преображался. Этот куст, наверное, лет 5 ему. Ну вот это такой, это очень хорошо в этом году цвел. Вот первый год ягод столько много. Мы осенью их поливаем. Летом поливать у нас и возможностей таких нету, и силы нету. Хоть бы грядки полить до теплицы. Уже в начале апреля начинается их кропотливая работа. У нее целых 4 теплицы, и это ее большая гордость. На ее грядках можно увидеть все овощные, ягодные и цветочные культуры. Помидоры – моя слабость, у меня их более 30 сортов. Каждый год сажаю новые сорты для пробы, говорит Тамара. Бутылки – это аккумуляторы тепла. Это они у нас стоят и оставляем на зиму, вода замерзает, а весной, как только солнце появляется, сразу лед растаивает, и здесь тепло. В начале апреля мы уже рассаду вытаскиваем. Ну, не высаживаем в теплицу, а просто стоят они у нас. Также, не требующие большого ухода, у нее есть большое количество кустов черной смородины. Такие сорты, как дикая, якутская и люция. В уходе за всем этим большим богатством ей помогают ее дети и внуки. Тамара принимала участие в разных конкурсах, но дороже призов хозяйки, работа на земле и ее плоды. Нария Чурокова, Василина Федотова, Юрий Стручков, НВК Саха, Верхневилюйск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.